Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амшикшара. Премьер-министр Валерий Бганба провел совещание с членами комиссии по организации мероприятий к 80-летнему юбилею видного государственного деятеля, участника национально-освободительного движения в Абхазии Константина Озган. В ходе совещания обсуждались предложения по организации памятных мероприятий. К примеру, 15 мая в Сухуме планируется провести торжественное собрание, посвященное юбилею Озган. Как сообщает пресс-служба правительства, формат мероприятия предполагает участие в нем соратников и друзей Константина Озган. Специальным гостем памятного мероприятия станет председатель Конституционного суда Республики Северная Осетия Алания Станислав Кисаев. Ко дню рождения Константина Озган состоится возложение цветов к его могиле в родном селе Лыхны Гудаутского района. Кроме того, глава правительства Валерий Бганба также поручил членам комиссии разработать план выпуска телевизионных программ о Константине Озган в преддверии его юбилея. Обсудить поправки в действующий закон о налоге на добавленную стоимость. В Народном собрании Абхазии собрались члены парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам, руководители министерств по налогам и сборам, экономики и финансов, ученые, экономисты и предприниматели. Какие изменения можно внести в закон? Есть ли смысл менять ставки по НДС? Эти и другие вопросы обсуждали вместе депутаты, министры и ученые. Звучали различные предложения. К какому решению пришли участники встречи, расскажет Ирина Аршба в программе Амшикшара Яцу после новостей. А пока отрывок из нее. Со дня принятия закона об НДС прошло более чем 3 года. И все это время в республике актуален вопрос его эффективности и соответствия сложившейся реальной экономической ситуации в стране. И экономисты, и депутаты говорят о необходимости его пересмотра и доработки. С этой целью год назад в парламенте была создана рабочая группа, в которую вошли представители Минфина, Министерства по налогам и сборам, таможни, бизнес-сообщества, эксперты. И вот подготовлены 2 документа. Предложение по изменению действующих правил и ставок по НДС от Института экономики и права и от Центра стратегических исследований при президенте Абхазии. Предлагается на все виды продовольственных товаров первой необходимости 0%, лекарственных препаратов и оборудование по перечню, определяемый Кабинетом министров Республики Абхазия в соответствии с товарной номенклатурой, последующим утверждаемой парламентом. 5% на все виды продовольственных и промышленных товаров, не производимых в Абхазии, также определяемых перечнем Кабинета министров, утверждаемым парламентом. В целях создания равных конкурентных условий для налогоплательщиков НДС, это Кабинету министров и Гостаможенному комитету необходимо принять оперативные меры по пресечению завоза неучтенных товаров. Потому что это имеет место, к сожалению, то с востока, то с запада. Это как раз создает, то есть это разрушает конкурентную борьбу и проигрывает те добросовестные налогоплательщики, которые исправно платят налог, а другим или предоставляются отсрочка платежей на длительный срок, или налоговые льготы. Или таможенные льготы тоже могут предоставляться. Кратко наше видение мы изложили. Этот документ, он открыт к обсуждению. Те условия, которые мы там прописали, еще раз повторяюсь, на наш взгляд, мне кажется, это достаточно приемлемые условия. И будет при этом соблюден один из основных принципов налоговой системы – справедливость налогообложения. В Очамчирском районе начались весенние полевые работы. С сотрудниками районной машинно-технологической станции на сегодняшний период вспахано около 60 гектаров сельскохозяйственных угодий. Для аграриев пришло время готовить земли к посеву. В Очамчирском районе, как и в других районах страны, обработкой полей занимается машинно-технологическая станция, в распоряжении которой 24 единицы сельскохозяйственной техники. На сегодняшний период тракторами Очамчирской МТС уже вспахано до 60 гектаров сельхозугодий. По сравнению с прошлым, в этом году весенние полевые работы начались раньше обычного срока, благодаря полученной технике, говорит начальник Очамчирской МТС Вячеслав Шоуа. В прошлом году на сегодняшний период у нас практически ничего не было сделано из-за того, что у нас вся техника устаревшая была, мы занимались только ремонтными работами, а на сегодняшний день уже у нас совсем другая картина. Проведено на сегодняшний день более 60 гектаров пахоты, более 20 гектаров бородования,
Дискование у нас проведено около 6 гектаров. Но основной львиный удар уже начнется от апрель-мая. И я надеюсь, что мы сумеем его реализовать. В прошлом году в рамках договоренности президента Абхазии Рауля Хаджимба и президента России Владимира Путина в республику доставили 190 единиц сельхозтехники и оборудования на сумму 200 миллионов рублей. Вся техника была распределена по районам страны. Ачамчирскому МТС было выделено 10 тракторов «Беларусь», 2 гусеничных трактора «Агромаш» и 1 современный трактор «Кировец». Ко всем тракторам были также выделены прицепные орудия, в числе которых и специальные баки для проведения химических обработок от вредителей и грибковых заболеваний растений. У нас есть лечебные баки, которые уже задействованы в основном в ореховых плантациях. Но эти работы мы выполняем по заказу, когда население нас заказывает, и мы выезжаем, проводим те необходимые мероприятия. Для проведения лечебных процессов, вот это, которым мы сейчас с орехом занимаемся, министерством нам было выделено шланги, чтобы оборудовать вновь поступившие и старые, которые у нас баки были, тоже новыми шлангами, все было оборудовано, как бы у нас вот эти все наши 5 агрегат аппаратов, они готовые. Всего в Ачамчирском районе около 3000 гектаров пахотных земель под все виды сельскохозяйственных культур. По словам начальника районного МТС, имеющаяся на предприятии техника сможет выполнить весь объем необходимых работ. Саид Джарсаля, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. В рамках соглашения о сотрудничестве между Республикой Абхазия и Республикой Крым в области туризма с 5 по 6 апреля делегация Министерства по курортам и туризму Абхазии во главе с заместителем министра Астамуром Барцец приняла участие в ежегодном международном форуме «Открытый Крым». В состав делегации вошли начальник отдела анализа, прогнозирования и развития курортно-туристской индустрии по курортам и туризму Адамур Мукба, директор республиканского унитарного предприятия «Национальная туристическая компания «Турист» Фрикан Гунба, президент некоммерческого партнерства «Абхазский союз туризма» Анна Калягина. В торжественном открытии форума также приняли участие делегации из Индии и Китая. В ходе встреч в рамках форума было принято решение о подписании в ближайшее время межведомственного соглашения о сотрудничестве между министерствами по курорту и туризму Абхазии и Крыма. Для нас было важной целью установить напрямую контакт с туроператором, с туриндустрией, которая представлена в Республике Крым и туриндустрии Республики Абхазия, чтобы мы работали напрямую. У Республики Крым огромный потенциал в курортно-санаторном лечении. Нам бы хотелось перенять их опыт, так как в советское время, вы знаете, у нас в республике тоже курортно-санаторное лечение занимало большую часть. Мы участвуем в таких форумах, чтобы перенимать передовой опыт и мировые стандарты, используемые в турбизнесе, предоставлении качественных услуг. Эта площадка позволяет также говорить об Абхазии как о государстве, которое есть туризм, которое занимается туризмом, и мы не должны отставать от мировых стандартов предоставления качественных услуг в данной сфере. Большое количество людей очень посетило этот форум, также посетила делегация из Индии, наша делегация из Республики Абхазия. И обсуждались очень важные вопросы, касающиеся преддверия курортного сезона, обмена мнений, обмена опытом. Самое важное для этого форума, наверное, то, что можно обменяться опытом. А мы очень похожи с Крымом, и нам есть что перенять у них, им есть на что посмотреть у нас. У них была стратегическая сессия, открывалась про логистику, это тоже наши проблемы, наши вопросы. Очень было интересно. Обсуждали легальную работу малых средств размещения, то, что и нас тоже очень беспокоит. У них вводится классификация гостиниц, отелей, нам было очень интересно послушать, узнать, как это происходит сейчас у них. Нам еще это предстоит. Все равно нужно двигаться, этот вопрос решать. Очень интересная была секция, это тематическая секция, обсуждали пляжи, открытие пляжей. Я думаю, что на сегодняшний момент это очень важные вопросы для нас. Интересно было увидеть, как это устроено у них, что они получают заключение, пляжи готовятся к сезону, какой у них регламент
какие анализы берет Роспотребнадзор, какие требования у них, как МЧС следит за открытием пляжа и впоследствии какая комиссия у них существует для того, чтобы поддерживать пляжи на достаточно хорошем уровне. Пресс-конференция членов Республиканской общественной организации «Союз парламентариев Абхазии» прошла в мультимедийном пресс-центре «Спутник Абхазия». Члены Союза, образованного в конце марта, рассказали журналистам о целях и задачах организации. Подробности в репортаже Саида Джарсалия. В конце марта в Сухуми состоялось общее собрание инициативной группы из числа бывших и действующих депутатов Народного собрания страны. Участники заседания пришли к единому мнению о необходимости создания республиканской общественной организации «Союз парламентариев Абхазии», в которой будет аккумулирован потенциал людей, имеющих опыт депутатской деятельности и активного участия в общественно-политической жизни страны. Также на общем собрании единогласно был принят устав и избраны руководящие органы, члены правления, председатель и секретарь организации Сонер Гогуа и Виталий Смыр. В многих стран нету даже бывшего президента, бывшего вице-президента, бывшего депутата. Это каждый этот политик, каждый этот человек имеет определенный опыт, влияние в своем районе и конкретно на какое-то направление. Это речь идет где 10-20 миллионов населения. А учитывая нашу демографическую ситуацию в Абхазии, не столько у нас большое население и специалистов, а мы решили пользоваться этими же возможностями, влияниями, опытами нашими коллегами для того, чтобы поддержать наше государство, наше правительство, нашу общественность для решения каких-то вопросов. В состав правления Союза вошли 15 парламентариев всех созывов Народного собрания. Главная цель организации – объединение абхазского общества и отстаивание уважительного отношения к многообразию общественно-политических взглядов и интересов. Мы решили, что тот политический опыт, который был набран за это время нахождения, исполнения обязанностей депутата парламента, очень возможно использовать на той площадке, которую мы создадим. Это общественная организация, которая ни к чему не обязывает, и не всегда, конечно, и скорее всего в силу того, что будут представлены с различными политическими сегодня мировоззрениями, взглядами, и не односторонними, поэтому не всегда получится выходить к одному и тому же, но тем не менее сам процесс обсуждения самых злободневных политических, экономических, любых вопросов, которые сегодня будут муссироваться в Абхазии, они будут обсуждаться, и настолько я думаю, что я лично надеюсь, что настолько грамотно и политически правильно, что это будет услышано людьми, рекомендовано, конечно, рекомендательным характером тем в основном парламенту Абхазии, в дальнейшем, возможно, и руководству. Создается площадка, где люди, которые приобрели за это сложное, трагическое, военное, послевоенное время большой политический опыт, могут общаться и принести еще пользу обществу. У нас существуют очень важные институты политические, такие как Общественная палата, скажем, Совет старейшин и прочее. Я думаю, что здесь может быть сосредоточен не меньше, а зачастую, может быть, и более такой весомый политический багаж участников организации нашей. Членами созданного союза особо подчеркивалось, что организация ни при каких условиях не намерена участвовать в предстоящих выборах, либо позиционировать себя чьим-то сторонником, при этом уважая весь спектр мнений членов организации относительно возможных кандидатов в президенты Республики Абхазия. В ближайших планах Союза парламентариев Абхазии провести конференцию, посвященную истории парламента республики. Члены организации намерены наладить отношения как с бывшими, так и с действующими парламентариями из всех дружественных стран, в первую очередь с коллегами из Российской Федерации. Саид Джарсалия, Алика Гухава, Абхазское телевидение. В Русдраме прошел конкурс литературно-художественного чтения, посвященный 90-летию Фазиля Искандера. Организаторы мероприятия – Министерство образования и науки Абхазии. В конкурсе литературно-художественного чтения, посвященном 90-летию Фазиля Искандера, приняли участие школьники из всех районов республики. Лучшие чтецы школ непосредственно перед самим конкурсом в Русдраме прошли отборочные туры в районах. Только лучшие из лучших удостоились чести принимать участие в конкурсе, посвященном 90-летию знаменитого классика, выдающегося мастера слова Фазиля Искандера. В своей замечательной прозе и поэзии Фазиль Искандер воспевает родную Абхазию проникновенно, высвечивая неповторимые
неповторимыми образами глубокие пласты и невидимые грани абхазской народной культуры и духовности. Это и пытались показать участники конкурса. Дарвина великие старания, эволюции всемирная волна. Если жизнь – борьба за выживание, совесть абсолютно не нужна. Верю я в картине мироздания. Человек – особая статья. Если жизнь – борьба за выживание, выживать отказываюсь я. Неизвестному кому-то, где-то, до смерти стараюсь угодить. Кто создал чудесный этот лучик и кого он не пускает вспять? Погибали лучшие из лучших, чтобы этот лучик не предать. Заместитель министра образования и науки Медея Чингеля поздравила детей с таким замечательным событием. По ее словам, подобные мероприятия еще раз подтверждают, что творчество Искандера живо и любимо молодым поколением. В течение учебного года в школах, в городах и районах проводятся различные мероприятия, посвященные юбилею великого нашего писателя. Говорить о величии Искандера для нас, для всех, это очень почетно. Мастерство лучших чтецов, учащихся города Сухум и районов Абхазии, оценивало жюри, в состав которого вошли актеры Русского театра драмы и представители Министерства образования и науки республики. Искандер – это действительно величина литературная, личностная, гражданская, я бы даже сказал, величина. Но Искандер уникален тем, что он был чужд всякого пафоса, какого-то возвеличивания. Он был очень скромный человек, он был очень интеллигентный человек. И его гениальность его прозы в простоте его интонации, авторской, человеческой интонации. Первое место по прозе занял сухумский школьник Архан Касландзе. По поэзии учащийся Ткорчалской средней школы Мария Таня. Победителям и призерам конкурса были вручены грамоты и подарки. 11 апреля в 18 часов в рамках государственных мероприятий, приуроченных к 80-летнему юбилею абхазского поэта, лауреата Государственной премии Республики Абхазия имени Дмитрия Гулия Таифа Ачба, в Абхазском государственном драматическом театре имени Самсона Чанба состоится премьера спектакля по дневнику поэта «Дожить до рассвета». Режиссер постановки Мадина Аргун. Вход свободный. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. Временами дождь, возможно гроза. К вечеру осадки прекратятся. Температура воздуха ночью 7-12, днем 14-19 градусов. Температура морской воды 10 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.